Меня зовут Мадан Катари. Я врач и учитель йоги смеха. Вам должно быть интересно, почему я смеюсь. Я смеюсь просто так. Смеюсь без причины. Это и есть йога смеха. Я очень рад, что я когда-то стал основателем йоги смеха, и она стала частью моей жизни. Я родился в маленькой деревне на севере Индии. Мои братья и сестры и я родились в семье фермеров. У родителей была своя земля. Мои братья и сестры не хотели учиться. Им было неинтересно узнавать что-то новое, потому что нашей основной задачей было заниматься работой на ферме. Я самый младший в семье, и мама всегда хотела, чтобы я стал врачом. Это была ее мечта. А причиной тому было то, что в деревне не было врачей. Если нужна была медицинская помощь, нам нужно было ехать в ближайший город, чтобы обратиться к врачу. Поэтому она хотела, чтобы я выучился на доктора и вернулся обратно в деревню помогать ее жителям. Я преуспевал в учебе, мои учителя верили, что из меня будет толк, и советовали пойти учиться в более престижную школу. Тогда я поехал в город Фирозпур, который располагался неподалеку от нашей деревни на границе с Пакистаном. Я много трудился, чтобы стать врачом. В то время наша семья переживала не лучшие времена. Маме даже пришлось продать свои драгоценности, чтобы оплачивать мою учебу. Это была самая лучшая поддержка. Она говорила: главное, учись, о деньгах не беспокойся. Я поступил в медицинский и стал врачом, ее мечта была исполнена. Когда я стал врачом, я начал засматриваться на дорогие машины, задумываться о том, как заработать побольше денег, стал думать о том, как мне стать богатым и знаменитым. Амбиции меня захлестнули, я постоянно думал о деньгах. Тогда я решил поехать в Мумбай, город мечты всех жителей Индии. Там я начал работать в очень большой больнице, но продолжал думать о том, где бы заработать больше денег. Я даже занимался модельным бизнесом, хотел стать частью индустрии. Но так как я ничего в бизнесе не смыслил, мои попытки редко были успешны. И денег заработать так и не удавалось. В результате стресс взял меня в плен. Я проходил медицинскую практику и параллельно писал статьи для журнала «Мой доктор». Я писал на темы здоровья, благополучия и другие медицинские темы. И однажды я решил написать статью под названием «Смех – лучшее лекарство». Это было в марте 1995 года. После того, как я изучил множество исследований по теме смеха, я задумался над тем, что люди мало смеются в жизни, и нужно основать клуб смеха. Так ко мне пришла идея основания клубов смеха. Но если оглянуться назад, в мое прошлое, в мою историю, почему йога смеха так привлекла меня? Это потому, что когда я жил в деревне, когда мы все были детьми, мы очень много смеялись. Мы редко шутили, но постоянно смеялись. Смех был проявлением нашей непосредственности. Мы просто играли и смеялись. Индия – это страна фестивалей. Каждый месяц там проходит по фестивалю. Все праздники, все свадьбы всегда отмечаются очень широко. Поэтому мы часто встречались и смеялись. При этом не обязательно, чтобы происходило что-то смешное. Смех – это показатель того, что вы на одной волне с тем, кто вам нравится, кого вы любите. Так что смех у меня в крови.
Когда мы были детьми, мы чаще смеялись. Мнение о том, что обязательно нужно смеяться над шуткой, это все надумано. Когда вырастаешь, глубже погружаешься в жизнь, а смех – это проявление внутренней чистоты. Голос ребенка, живущего внутри, которому не нужен повод, чтобы посмеяться. Я изучил множество исследований, доказывающих, что юмор и шутки – это лишь малая доля смеха. Смех – это то, что объединяет людей. Если вам кто-то нравится, то смех рядом с этим человеком будет бить из вас ключом. В крупных городах и мегаполисах смеются сейчас над шутками, которые зачастую могут быть обидными, могут унижать. А при этом смех превращается в высмеивание. Кем работаете, сэр? Остеопатом. Остеопат? Блин, массажист, так и говори, массажист. Такой смех несет отрицательный заряд. А вот самый искренний смех – это смех детей. Заниматься йогой смеха значит быть ребенком, возвращаться в детство. Йога смеха – это не высшая математика. Это то, что мы все умели делать, когда были детьми, но просто с годами разучились. И я рад, что йога смеха может помочь людям вернуться в детство. Спасибо, что были со мной. Смейтесь без повода, ведь это так же просто, как кататься на велосипеде.